В России ликвидирована банда, распространявшая наркотики на территории 20 регионов страны. Как установили полицейские, они привозили наркотики в страну из Европы, а также изготавливали их в подпольных лабораториях в Подмосковье. Началом по распутыванию клубка поставки наркотиков стало задержание наркокурьеров в Казани. Айрат Назипов продолжит. Мы должны были заехать в Казань, проехать вас и связаться. Тогда вы нам дали указание. А в Казани вы должны были что-то оставить? Да. Все началось с задержания в Казани автомобиля «Дождь» с московскими номерами. Чтобы не проезжать мимо поста полиции, водитель решил воспользоваться паромной переправой из Верхнего Слона в Аракчино. Но эта хитрость им не помогла. Два молодых человека не скрывали, везли наркотики. Куда и сколько говорили, не знали. Указания получали по пути. При досмотре машины полицейские обнаружили 116,5 килограммов различных наркотиков. Вот туда, где Куга. Полицейские тем временем установили, что задержанные входят в состав преступного сообщества, наладившего поставки наркотиков из Европы в Россию. Масштабы были крупные. Их распространяли в 20 регионах страны. Расчеты были в криптовалюте. После раскрытия сообщества начались задержания. Татарстанские оперативники с поличным задержали 7 членов преступной группы. Выяснилось, что наркотики в Россию не только привозили, но и производили их в подпольной лаборатории в Подмосковье. На территории 6 субъектов Российской Федерации задержано 18 человек, в том числе лидеры преступного сообщества, курьеры, кладовщики, лица, осуществлявшие изготовление наркотиков, а также розничные сбытчики. Изъято 950 килограммов различных наркотических средств и психотропных веществ. Уголовное дело возбуждено в том числе и по статье организации преступного сообщества. В дальнейшем планируется объединение дел, расследуемых в ряде регионов страны, в одно производство. Айрат Назипов, вызов 112.